Кто бы поверил, что эта подвижная детвора сможет усидеть на месте даже минуту, не говоря уже о том, чтобы посмотреть часовое представление от начала до конца. Но как только из-за кулис выглядывают куклы, становится понятно, дети даже не заметят, как пролетит время. Я сегодня пришла со всем классом и со своим руководителем. Всего понравились декорации и как все там смеются. Али-Баба и разбойники – это народный фольклор о справедливости, жадности и о женской мудрости. И если в традиционной сказке отрицательные персонажи за свои злодеяния платят высокую цену, то в спектакле ингушского режиссера они осознают свои ошибки и становятся на путь истины. Работа была очень сложная, потому что очень много кукол, декорация очень большая, красочная. В постановке задействовано 9 кукол и, соответственно, столько же актеров, которые ими управляют. Для Азамата Цуроева, не первый год работающего в театре, это его третий спектакль в плане режиссуры. В последнее время мы как-то пытаемся возродить ингушские выражения, слова, которые чуть-чуть в народе подзабыты. А начинать это, естественно, нужно с маленького зрителя. Когда посмотрит это маленький зритель, он отнесет эти слова, эти мысли домой, поделится со старшими. И поэтому мы решили, что именно этот спектакль должен быть на ингушском языке. Пока одни отыгрывают свою часть на сцене, другие в гримерной готовятся к своему выходу. На долю Магомеда Абиева выпало быть рассказчиком. Это единственная роль в живом плане. В драматическом театре это совсем другое. А тут выходишь, дети, и ты один, и все остальные за кулисами, за ширмой, как ты сказала. Это сложновато, непривычно. Актеры своим куклам относятся как к музыкальным инструментам. Нитки – это струны, дернув одну из которых, можно заставить персонаж делать то или иное действие. Без ловкости рук тут не обойтись, считает Магомед Тангиев, ведь это только на первый взгляд легко быть кукловодом. Волнение было, но не очень. Я слова уже наизусть знаю. Опыт был, в новогодних спектаклях тоже выступал, но сейчас первая роль с куклой. Это мой персонаж, плешивый Магомед, так сказать, правая рука атамана. Появляется, не очень, так во всех эпизодах, но 50% вот так он встречается. Театр кукол – это не просто место, где играют актеры. Здесь оживают куклы и творятся чудеса. Это целый мир, завораживающий своей загадочностью детей, а взрослых возвращающий в беззаботный мир детства. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.